Арыбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда борбор калаада киргизилген өзгөчө абал режиминин алкагында өткөрмө кагаздарды алуу жана уруксат берилген экономиканын субъекттерин ишке киргизүү тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Алымкулов Азизбек Эсенбекович маалымат берет. Брифингти Түзөөдөн ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба по получению пропусков и запуску разрешенных субъектов экономики в столице. Вам предоставит информацию вице-мэр города Бишкек Алымкулов Азизбек Эсенбекович. Брифинг в прямом эфире вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида, в областных медиацентрах, а также на радиостанциях Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Азизбек Эсенбекович, вам слово. Спасибо большое. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана меймандар. Уруксат берсеңиздер, кыскача маалымат берип коеюн. Азыркы учурда экономиканын калыбына келтирүү, карантиндик чараларды солгундатуу максатында өзүңүздөр билгендей эле Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин чечими менен өзгөчө абал 2020 жылдын 10 майына чейин узартылды. Ошол чечимди ишке аткаруу үчүн Бишкек шаарынын комендатурасынын атынан номер 53 буйрук чыкты. 53 буйрукта бул өзгөчө абал режиминде экономикалык иш аракеттерди кайра ишке киргизүү, ошондой эле адамдардын жана транспорт каражаттарынын жүрүүсүн уруксат берүү жөнүндө буйругу болуп эсептелет. Өзүңүздөр билгендей эле өкмөт тарабынан жанагы ишке ашуу, поэтапный ишке ашуу экономикалык тармактары белгиленген. Булар болсо биринчиси өнөр жай жана өндүрүш тармагы, экинчиси курулуш тармагы, транспорт каражаттарын оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү тармагы, жеке жана мамлекеттик нотариустардын кызмат көрсөтүлүүсү, соода тармактары. Бирок ушул жерден белгилеп кетет элем, соода тармактардан бул бардыгы эле эмес. Мисалы, интернет дүкөндөр иштесе болот, жанагы курулуш материалдарын дүң сатуу боюнча жерлер иштесе болот. Андан тышкары биздин чач тарачтар кабинеттери иштесе болот. Ушул жерден дагы белгилеп кетчү нерсе, бул чач тарач иштечү кабинеттерден мааниси алдын ала жазылуу менен чач кыркуу боюнча гана кызмат көрсөтүү үчүн иштетилет да. Андан тышкары да уюштурулган таксомотордук кызматтын транспорттук кызмат көрсөтүүлөрү. Анын ичинде да чектөөлөр бар. Ар бир такси машинасынын ичинде 2ден жаран ашпаш керек. Бул болсо катуу көзөмөлдөнөт. Ушул боюнча да мен кечирээк айтып өтөм дагы. Бүгүнкү күндө мына 2 майда биз болсо анализдеп чыктык. 24 сааттын ичинде, бир сутканын ичинде бизге 13.043 жолу түшкөн арыз болду. Пропуск боюнчачы, уруксат берүү боюнча. Ошонун ичинен 1687си жактырылды, баш тартылды 10.521. Эмнеге мынча көп баш тартылуу болуп атат? Анткени биздин көп жарандарыбыз жана электрондук порталга документтерин киргизгенде көп каталар кетип атат, көп документтер жок. Бизде бул уруксат берүү кагаздары боюнча штаб комендатуранын алкагында түзүлгөн. Анын ичинде бизде бажы кызматы да бар, салык кызматы да бар, муниципалдык администрациянын акимдеринин биринчи орун басарлары да мүчө болуп ошол жерге дайындалган. Ошонун баары карап чыгышат. Ошон үчүн баягы кылдаттык менен бирден ар бир арыз болсо сөзсүздө каралып атат да. Андан кийин ошону дагы биздин жарандарга эстетип кетет элем. Электрондук порталга кирсеңиздер болот. Бул болсо электрондук дареги 13-12 чекит түндүк чекит KG сайтында ошол жерде баардык маалыматтар бар тиештүү.
Рахмат. Рахмат, эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат берип коесузбу? Уважаемые бишкекчане, представители средств массовой информации, гости столицы, разрешите вкратце вас уведомить о проделанной работе за 2 дня с момента продления режима чрезвычайного положения, которое было принято на Совете Безопасности Кыргызской Республики. Как вы все знаете, у нас режим чрезвычайного положения, он действует, он продлен до 10 мая. Но вместе с тем был разработан поэтапный порядок возобновления экономической деятельности. Приказом комендатуры города Бишкек за номером 53 был утвержден список разрешенных видов экономической деятельности. Данный список у нас активно был распространен через средства массовой информации. Вы можете ознакомиться в интернет-порталах и других источниках информации. Ну, вкратце, если перечислить, разрешенные виды деятельности, это первое, это сфера промышленности и производства, в том числе энергетическая промышленность, текстильная, мебельная, производство строительных материалов. Второй разрешенный вид деятельности, это сфера строительства, объекты строительства, подрядная работа в сфере ирригации, питьевого водоснабжения. Третья сфера, это сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств, в том числе вулканизации, мойки, химчистки. Далее у нас идут услуги частных и государственных нотариусов. Пятое – это сфера торговли. Ну, здесь хочу сразу сделать заметку, что сфера торговли у нас имеет определенные ограничения. Из них на сегодняшний день не касается и можно считать разрешенным видом деятельности в сфере торговли. Это интернет-магазины, это включая доставку товаров, в том числе посредством курьерной службы. Оптовая продажа и поставка строительных материалов, оптовая продажа, поставка тканей, магазин автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел, автокрасок для техники. Также у нас разрешенный вид деятельности являются услуги парикмахерских кабинетов и салонов. Здесь, уважаемые горожане и владельцы салонов красоты, парикмахерских, хотел бы вам донести, что мы провели мониторинг, и очень многие владельцы салонов красоты, видимо, неправильно интерпретируют предоставленные снятые ограничения. Снятие ограничения в салонах красоты – это не означает оказание полной услуг, которые вы осуществляли до введения режима чрезвычайного положения. У нас на сегодняшний день разрешенный вид деятельности в салонах красоты – это является исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи. Я бы хотел призвать владельцев салонов красоты, а также всех горожан и людей, которые заняты в этой сфере, строго соблюдать приказ комендатуры, где четко оговорено, что вы можете сделать, а что вы не можете делать. Еще раз повторюсь, салоны красоты могут работать только по предварительной записи и только для стрижки волос. Вот. Далее у нас разрешенный вид деятельности, это является транспортные услуги организованных таксомоторных служб. Сразу хочу отметить, что очень много заявок поступает, что на получение пропусков со стороны возможных таксистов, скажем так, людей, которые заняты в этой сфере. Однако исчерпывающие документальные материалы в виде патентов мы так и не видим в основном. Потому что люди просто обращаются: дайте нам пропуск, мы будем таксовать. В этой связи для регулирования всей пропускной системы на базе комендатуры совместными усилиями мэрии города Бишкек, таможни, налоговой службы, других ведомств, министерств, нами создан оперативный штаб по рассмотрению. У нас каждая заявка рассматривается не более 2-3 минут. И при принятии решения дачи или в отказе пропуска мы регламентируемся именно документами, которые в первую очередь сами заявители вносят в электронный портал. Адрес портала всем известен, но также хочу повториться, что это портал 1312.tundyk.kg. Вы, уважаемые предприниматели, можете открыть через интернет-портал и выбрать опцию, по которым вы хотите выбрать для себя тот или иной пропуск. Это может быть пропуск дневной или ночной для автомобиля, а также для пеший, скажем так, пропуск. Вкратце говоря, за сутки у нас
поступило 13 043 обращений на получение пропуска. Из них уже одобрено 1687. Это в том числе авто круглосуточный 41, дневной 1092, пеший 554. Отказано 10 521. На стадии рассмотрения 835. Причин отказа я выше уже перечислил. Это в основном идет несоответствие предоставленных документов, поэтому у нас на базе мэрии, на базе всех районных администраций работают и функционируют колл-центры. Уважаемые предприниматели, вы можете в любое время обратиться, позвонить. Наши квалифицированные специалисты вам дадут должную информацию. В случае необходимости даже в онлайн-режиме помогут заполнить данный портал Түндүк для получения пропуска. Ну, конечно, у нас сейчас идет также и критика с одной стороны, что многие пропуска отказываются. Но мы критику воспринимаем адекватно. Я думаю, что критика она должна быть. Ну, вместе с тем у нас также отмечается, что роль малого и среднего предпринимательства играет огромную роль в городе Бишкек в том числе. Мы на полученные средства в виде налогов строим, как вы видите, парки, покупаем автобусы, дороги строим, ремонтируем школу, детские сады. Это все нам жизненно необходимо. Но вместе с тем у нас, уважаемые горожане, режим чрезвычайного положения он продолжается. Текущие условия пандемии обязывают нас соблюдать все необходимые карантинные меры. И в этой связи прошу отнестись с пониманием. Жителям города Бишкек, как также гостям столицы, напоминаю о необходимости соблюдения режима чрезвычайного положения. Желаю всем здоровья, хорошего настроения. Если будут какие-то вопросы, в принципе, на базе колл-центров мэрии города Бишкек, комендатуры, администрации муниципально-городских, мы готовы ответить на любые вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборундагы брифингти жыйынтыктайбыз. Өткөрмө кагаздарын алуу жана уруксат берилген экономиканын субъекттерин ишке киргизүү маселелери тууралуу Бишкек шаарынын вице-мэри Алымкулов Азизбек Эсенбекович маалымат берди. Брифингти ТЗОдон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ, ЛТРден YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба по вопросам получения пропусков и запуска разрешенных субъектов экономики. Вас проинформировал вице-мэр города Бишкек Алымкулов Азизбек Эсенбекович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и ГТРК ЛТР, а также на странице 1 радио. Спасибо за внимание.